В Ингушетии ведется подготовка к благотворительной акции «Мягко Сага», которая пройдет в честь священного месяца Рамадан. Акция будет проходить 3 дня с 26 по 28 марта. В ее рамках планируется раздать более 3500 продуктовых наборов в каждом муниципалитете республики, а также в пригородном районе. Продуктовую помощь получат многодетные семьи, малоимущие граждане, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, одинокие пожилые люди, семьи погибших сотрудников правоохранительных органов и участников СВО. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подписал указ о переименовании Министерства автомобильных дорог Ингушетии в Министерство автомобильных дорог и транспорта. Новое ведомство также получит часть полномочий Минпромсвязи в сфере транспорта. Правительству поручено обеспечить реализацию указа. Изменения направлены на повышение эффективности работы органов власти региона. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается закрепить обязательность указания в трудовом патенте мигрантов их профессий. Сейчас в патенте может быть указана профессия его владельца, должность и вид трудовой деятельности. Это делается, если глава региона принял решение об указании в патенте, выдаваемом на территории данного субъекта России, профессии иностранного гражданина. Однако, как показывает практика, такие решения не принимаются. В связи с новым законопроектом полномочием по определению порядка выдачи таких патентов предлагается наделить МВД России. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 10%. При этом количество заболевших еще находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По итогам последней недели зарегистрировано 3000 случаев, что на 20,2% меньше предыдущей недели, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. Снижается и количество закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений. Так, на прошлой неделе было закрыто 435 школ и 109 детских дошкольных учреждений, 2 школы-интерната и 1 ПТУ, уточнили в Роспотребнадзоре. Продавцы на маркетплейсах, прошедшие верификацию через госуслуги, получат специальную отметку. Такие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству Госдума рассмотрит во втором чтении. В Госдуме объяснили, что это станет инструментом для оценки надежности продавца и значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках. Уточняется также, что подтверждение личности через госуслуги будет добровольным. Поправками также фиксируется право онлайн-сервисов применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета. Использование этой технологии будет добровольным как для бизнеса, так и для граждан.